Биография этого удивительного человека начинается задолго до Второй мировой войны и вдали от американских берегов. Меня зовут Йосиф Сталин Ким Роан. Я первый чернокожий ребенок, родившийся в Советском Союзе. Экономический спад и нужда, охватившие Америку в 30-е годы, особенно сильно ударили по негритянскому населению, у которого и до этого было гораздо меньше возможностей для трудоустройства. В то же самое время Советский Союз активно развивал экономику и испытывал нехватку высококвалифицированных кадров. Сталинское правительство начало на выгодных условиях приглашать зарубежных специалистов поработать в стране Советов. Йосиф Сталин Ким Роан рассказывает историю своего отца, в честь которого в штате Вирджиния организована музейная экспозиция. Молодой агроном Джозеф Роан вошел в группу из 16 чернокожих американцев, решивших попытать счастье в СССР. Дома в Вирджинии ему было нечем кормить семью. Наоборот, в Советском Союзе таким, как он, обещали расовое равноправие, чего тогда не существовало в Америке, и целых $600 месячного жалования в твердой валюте. От такого предложения Роан отказаться не смог. В 1930 году он прибыл в Узбекистан, где начал активно развивать отсталую хлопковую промышленность республики. Советский Союз стал для моего отца землей обетованной. Здесь, в США, царил расизм, и для него не было работы. Та, которая была, оплачивалась из расчета 25, в лучшем случае 50 центов в день. В Советском Союзе он получал намного больше. Работа была тяжелая, но Джозеф Роан был доволен, тем более, что с ним приехала его молодая жена Сейди. Свои отпуска первая афроамериканская пара Узбекистана проводила на курортах Крыма, а не Флориды. Вскоре в Советском Союзе родился первый в истории страны чернокожий ребенок, их сын. К моменту, когда 4 декабря 1931 года родился я, моя мать была помещена в родильный дом. К ней были приставлены сразу 5 медсестер. Ей ни в чем не отказывали. Они возились с нею как со знаменитостью. По понятным соображениям малыша назвали Йосиф Сталин. Еще одно имя, Ким, ему дали узбекские друзья Роана-старшего, которому они тоже придумали прозвище – «Хлопковый король». В чем-то Йосиф Сталин Ким отождествляет себя с маленьким чернокожим Джимми Паттерсоном, которого полюбила вся страна после того, как Любовь Орлова сыграла его мать в кинофильме «Цирк». Первым языком Йосифа Сталина Кима был русский, но его советское детство оказалось недолгим. После убийства Кирова в 1934 году семья почувствовала, что ситуация в стране меняется. Вскоре Джозефу сообщили, что в США тяжело заболела его мать. Он попросился в отпуск и всей семьей выехал на родину. Что стало с его коллегами, приехавшими тогда в СССР, Роан так и не узнал, но он был единственным, кто вернулся в Америку. Оказавшись в США, папа Джозеф вновь столкнулся с безработицей и расовой сегрегацией. К счастью, чернокожие жители его родного округа Уэстморленд в штате Вирджиния к тому моменту собрали $1893 и 2 цента на строительство средней школы для их общины. Вот здесь, в средней школе имени Эйти Джонсона, начал преподавать Джозеф Роан-старший, хлопковый король Узбекистана, после того, как вернулся из Советского Союза. Эта школа стала первой в округе Вестморленд, где стали обучаться афроамериканские дети. Сейчас в этой школе организован музей афроамериканской истории округа с экспонатами, посвященными Джозефу Роану. Его сын вырос в том самом бабушкином доме, куда Роан-старший вернулся из Советского Союза. По удивительному стечению обстоятельств городок называется вполне по-советски – Кремль. Кстати, технологии выращивания хлопка, которые Джозеф разработал в Узбекистане, он успешно применял и в США. Йосиф Сталин Ким, тоже ставший учителем, до сих пор помнит, как солдаты Красной Армии подарили ему ушанку с кокардой. Не забыли советские власти и его отца. В 70-х годах Джозеф Роан был приглашен в СССР для получения награды, но после раздумий он все-таки решил, что не поедет. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.